Маргарита Насырхановна, у меня к вам вопрос. Сидите. Можете микрофон включить, да? Вы в своих выступлениях сказали, что, в общем-то, постановление пленума обязательно для судей и судов, да? Правильно, да? Ссылка как норму процессуального права, на основании которого выносится судебный акт, который не касается уже судей, да, конкретно. Это уже судебный акт, который имеет распространение на тех людей, на предмет которого, в общем-то, был предметом судебного разбирательства. Вот как вы к этому вообще относитесь, как вы это можете прокомментировать? Ссылка судебных актов отказывают же на основании, причем в данном случае постановление пленума, именно оспариваемая норма, применяется как норма процессуального права, на основании которого отказывается в принятии к производству определенного спора. Здесь я пояснила бы так, что постановление пленума, как уже не раз отмечалось, имеет цель формирования единообразной судебной практики. И суды единообразно должны применять закон, нормы закона. То есть трактовка, то есть каким образом применяется. Ссылка судов, она правильная или нет? Ссылка судов в судебном акте на постановление пленума Верховного суда, причем как норму процессуального права, потому что именно таким образом она применяется. Они не ссылаются в данном случае на другие нормы, они ссылаются конкретно на постановление пленума. Лично мое мнение, суды должны основываться на законе. А не на постановлении пленума? Скорее всего, да. Не на постановление пленума. Я что хотел сказать. Ясно. Так. Так, мы всех выслушали, да? Уважаемые участники судебного заседания, мы выслушали позиции сторон, пояснения представителей государственных органов, привлеченных по данному делу в качестве третьих лиц. На этом исследование материалов дела считается оконченным. В связи с этим представляется право заключительной речи. Евгений Николаевич, прошу пройти к трибуне. Вам предоставляется право заключительной речи. Уважаемый суд, участники процесса, в настоящем судебном разбирательстве мы, считаю, всесторонне и полно выяснили тот факт, что в настоящее время суды как-то не прискорбно используют вот это постановление, как я уже выразился, может слегка некорректно, как манипулятивный инструмент, на основании которого нам отказывают в судебной защите. Как сейчас дальше выяснилось, мэрия не выполняет своих прямых обязанностей по полному ответу гражданам и юридическим лицам, который в соответствии с дальнейшими нормами, оспариваемым нами положением, может быть обжалован. Неясность такой ситуации и привела нас сюда, потому что дело в том, что государственные органы и муниципалитет работают так, как им удобно. И за своими, в погоне за платностью вот этих самых земельных участков, а говорим мы, так сказать, я буду говорить приземленно, конкретно это земельные участки, которые должны быть, по мнению мэрии, обязательно обложены каким-то арендным платежом и всему подобное и так далее. Но на самом деле есть же закон, который ввел Земельный кодекс в 1999 году и который регулирует поныне эти отношения. Все эти нормы законов остались прежними. Как я и повторил, я бы обжаловал все эти моменты в судах общей юрисдикции, но, к сожалению, получается, что каждый раз я упираюсь на простое ходатайство представителя мэрии города Бишкек с просьбой о прекращении дела. Они так не должны основывать свое решение. Комиссия, которая на 99% состоит из людей, которые работают в муниципалитете, никак не может быть общественной названа. Никак. И тем более с этим
в этой связи должна основываться на законе. А закон у нас простой. Общественным объединениям, религиозным фондам и иным организациям религиозным должно быть выделены земельные участки для их уставных целей и нужд бесплатно и в безвозмездное пользование. Что же касается вот оспариваемого положения, что предметом не может быть рассмотрение в суде, я считаю, что оно написано просто, читают его люди буквально и применяют так, как оно написано. Не может, значит отказ. Процессуальный кодекс в этой части говорит строго. Если бы я обратился в уголовный суд, мне бы тоже отказали, сославшись на то, что это не наша подсудность. Поэтому я вижу, что это примерно одинаковые условия. Поэтому считаю, что вот это постановление должно быть или изменено, если есть такая возможность. Достаточно вставить туда слово «административный суд», и все станет на свои места. Поэтому я продолжаю настаивать на том, что это постановление в настоящий момент подменило собой нормы закона, и его используют неправильно. Не так, как подобает постановлению о введении того или иного нового закона или процессуального кодекса в Кыргызской Республике. Поэтому я прошу наше ходатайство удовлетворить, признать уже не неясность, а противоречие в том, что постановление пленума, в котором указано, что рассмотрение проблем с земельными участками не может быть предметом в суде, оно противоречит Конституции. У вас все? Да, у меня Присаживайтесь. Мамбеталиев Бексултан Токтурбекович, пройдите к трибуне, вам предоставляется право заключительной речи. Уважаемый председатель, уважаемые коллеги, в действительности, если существует правда в изречении «закон для всех един», то я думаю, что закон восторжествует и действительно будет распространяться на всех одинаково. И трактовка не будет использована как закон. Как представитель Верховного суда уже ранее сказала, что это было введено в виде трактовки, но ее использовали как закон и тем самым нарушили наши права. Поэтому хотел бы попросить обратить внимание на это, и думаю, что у меня все. Присаживайтесь. Маргарита Насырхановна, вам предоставляется слово заключительным, право заключительной речи. Спасибо. Ваша честь, уважаемый суд, выслушав и мнение сторон, и учитывая наше предыдущее мнение, тоже ходатайство, учитывая статью 44 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики, согласно которому статья 44, пункт 2, часть 1, Конституционный суд прекращает производство по делу в случаях, если в процессе подготовки или рассмотрения дела будет установлено, что оно не подведомственно Конституционному суду. И на основании данной нормы просили бы прекратить производство по делу, поскольку мы также придерживаемся того мнения, что постановления Пленума Верховного суда не могут быть предметом конституционного контроля, поскольку они все основываются на законе. И как уже выяснили, что то есть не был вынесен тот акт, который мог быть предметом рассмотрения в суде, оспаривания в суде. И также, как уже выяснили, что бездействие также не было заявлено в суд, такое заявление. И если бы, я полагаю, что правильно, если бы вели дело, может быть, нашли бы своего разрешения, и если бы местное самоуправление свои решения оформляли бы соответствующим образом, а не письмом, как уже до этого судья тоже задавал вопрос, что каким образом письмо может быть оспорено в суде, каким образом он может обладать потом признаками ненормативного правового акта, который может быть предметом рассмотрения в суде. И на основании вышеизложенного
Прошу удовлетворить наше ходатайство о прекращении производства по делу. У вас все? Присаживайтесь. Спасибо. Уважаемые участники судебного заседания, на этом рассмотрение дела по обращению общественного объединения «Союз водителей транспортных средств Кыргызской Республики» о проверке соответствия нормативного положения пункта 14 постановления Пленума Верховного Суда Кыргызской Республики о некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел об оспаривании решений, действий, бездействий государственных органов и органов местного самоуправления, связанных с предоставлением и изъятием земельных участков от 31 мая 2018 года номер 13, выраженного словами «Решение комиссии по предоставлению прав на земельный участок не может быть предметом оспаривания в суде», части 3 статьи 23, части 2 статьи 24, части 1 статьи 61, части 3 статьи 97 Конституции Кыргызской Республики считаются оконченным. Суд удаляется в совещательную комнату для Прошу вынесения всех решения. встать.